Нет вопросов. У вас есть вопрос? Нет вопросов. У вас Нет, есть вопрос? нет вопросов. Пожалуйста, Чинар Скорбек. Вот в продолжение, да, вот того, что мы сейчас обсуждаем, в период, когда человек получает отказ в его жалобе, вы ему отказываете, да, в этой административной жалобе, он имеет право обратиться в суд уже, получается, так? Да. Он, обращаясь в суд, ваше решение о приостановлении, ваше решение тоже приостанавливается, пока рассматривается в судебном порядке? Или вы все-таки его реализуете, пока он Нет. рассматривает дело в суде? Мы не приостанавливается, Не мы приостанавливается. блокируем. Само решение об удалении этой информации, да, и о блокировке сайта. После То есть, комиссии? то есть вот их первоначальное решение, Нет, которое первоначально не о обжалуется. блокировке сайта. вот об удалении получается, Об да? удалении, Об удалении. поэтому же мы уточнили. Вот как раз об Решение не удалении. о Оно, в блокировке. принципе, не приостанавливается. Нет, не приостанавливается. Я еще раз хотелось бы отметить, что этот закон направлен на предотвращение распространения информации о физических и юридических лицах о чести и достоинстве, чтобы он не распространялся в сети интернет, чтобы этого предотвратить. И еще один вопрос тогда, да? В этом порядке как бы участвуют два министерства. И Минкультуры в данном случае вы как раз-таки являетесь уполномоченным органом, чтобы вот проверяете вот этот контент на достоверность или недостоверность в рамках, когда рассматривается административная жалоба? Или Да. вы не рассматриваете? Да, Рассматриваете только в этом случае, Да. да? То есть в самом начале, когда подается заявление, вы смотрите только на полноту представленных материалов по пункту 7. да, абсолютно верно. Да? Абсолютно. Тогда, получается, Минцифры здесь включается только потому, что у него есть взаимосвязь с хостинг-провайдером, интернет-провайдером, да? Да, У абсолютно вас верно. нет такой связи. Да. Именно поэтому они задействованы. Да. Да, понятно. Можно, да, вопрос? Сейчас Миргуль Раскулбековна просила, да? Значит, алгоритм действий, я вот этот промежуток вам скажу, когда заявление поступает к вам в Министерство культуры, и когда вот этот специалист работает над тем обоснованностью как бы заявления этого, да, и подписывается заместителем министра культуры, вы пишете, да, правильно, единолично. Вот это решение, когда сам специалист, потом заместитель министра культуры выносит когда решение, каким образом он определяет, что это на самом деле является вот такой информацией, которую необходимо удалить. Каким образом? Нет, я поняла, что вот согласно последнему пункту, подпункту 7 пункта, там написано, да, информация. И опять же хочу вас спросить, там обоснованный отказ или просто отказывается, какой материал приносит вам, подтверждающий о том, что это унижающий честь и достоинство материал или нет? Каким образом вот этот владелец сайта приносит материал, вернее, не приносит, а предоставляет материал вот этому заявителю? В какой форме? Обоснованный или просто пишет, нет, я отказываюсь, да, например, отправляет и говорит, нет, я отказываю эту информацию удалять. И все, этот материал достаточен вам, чтобы вынести решение об удалении такой информации? Вы имеете в виду пункт 9, пункт 9, ну там написано при наличии. Опять же, при наличии, даже если нет этой информации, каким образом заместитель культуры определяет о необходимости удаления такой информации? На этом этапе достоверность либо же недостоверность не исследуется. Я хотела бы еще отметить, я прошу прощения, я говорю, что подготовил специалист и потом подписывает заместитель. На самом деле, да, на самом деле специалист готовит, но до подписания заместителя министра данный документ рассматривается заведующим, потом начальником управления, то есть есть свои этапы. Да, Каркель Джумалевич, пожалуйста. Ну, опять же, вот в рамках этих вопросов просто уточняющий момент. Вот и мы поняли, что на этапе первоначального поступления, значит, заявления от потерпевшего, да, скажем так, значит, в рамках действующего законодательства, то есть норм правового регулирования, производится только лишь прием на предмет полноты, значит, документов, которые должны служить основанием для рассмотрения, да. То есть на этом этапе, как такого разбирательства, не происходит.
и говорить о принципе состязательности, равноправия сторон, по вашему мнению, нет необходимости, правильно? Да. Так я понимаю. Все, спасибо. Значит, еще раз повторюсь, принцип закона о защите от недостоверной ложной информации, чтобы недостоверная информация не распространялась в сети интернет. Для этого оперативности если есть возможность у сайта удалить, эта Ваш- информация удаляется. Понятно, Если понятно. нет, то мы уже даем право возможности состязательности. Мы поняли, спасибо. Все-таки интересно вот этот момент. Например, заявитель просто, да, пишет информацию обо мне недостоверная, да? Или он все-таки должен как-то, я не знаю, мотивировать, да, свое заявление, или как? Вот заявитель, как обычно поступает к вам эти заявления? На сегодняшний день министерством рассмотрено 35 заявлений. Ну, это существенно. Мгм. Вот. Вот как вы охарактеризуете те заявления, которые к вам поступают? Заявители, которые пишут, они каким-то образом обосновывают то, что информация о них является недостоверной. Ну, да, подтверждаются какими-то документами. Вот так, да? Мгм. И ответы владельцев сайтов, какого содержания они? Ну, вот, Они же мы не просто пишут как «нет, я не уже- будем», да? Или я уже как? отметила, 35 заявлений мы рассматривали, Ага. и ни разу такого не было, чтобы они писали письменный отказ, либо же к заявителям. Они не отвечают, да, Нет. просто? Ну, вот, понятно. Мы смотрим либо почтовое уведомление, как они отправили заявители, либо же зачастую заявители отправляют на электронную почту владельцев То есть сайта. владельцы сайта не реагируют, да? Не реагируют на эти Нет. заявления. До поступления от вас требования об удалении информации, Да. которую Об полагают удалении, либо недостоверной. же опровержении, то есть они не принимают. Вот так, да? Мгм. Понятно. Понятно. То есть все-таки решение о блокировке сайта принимается уже в процессе рассмотрения административной жалобы. Мы правильно вас понимаем? Решение о блокировке сайта. Или она принимается раньше? В законе о защите от недостоверной ложной информации указано, что если информация не удалена в установленный срок, то за ним последует уже решение о блокировке. О блокировке. Да, и получается, если комиссия рассмотрела административную жалобу и она не удовлетворила, но, естественно, уже идет последующий этап. Нет, то есть нет, речь идет, смотрите, здесь вот важен такой тонкий момент, да? Сперва идет требование об удалении информации, правильно? Мгм. Если владелец сайта не реагирует на него, принимается решение о блокировке сайта, да? То есть о приостановлении деятельности сайта, так? Да. Вот в какой момент, что приостанавливается? Вот, скажем, до поступления административной жалобы. До поступления административной жалобы вообще решение о блокировке сайта может быть принято или нет? Если в установленный срок 2 рабочих дня, если дается на удаление, если в течение этого периода мы выжидаем этот период, Да. 2 рабочих дня, то если в этот период не удаляется, то уже идет автоматически выносится решение о Решение кем выносится? заместителем. Комиссией? Нет, Нет, заместителем. заместителем Вот видите, министра. вы до этого этот момент не дорассказали, получается. То есть, видите, не из 2 этапов состоит рассмотрение, да, а из 3 этапов. То есть первоначально идет требование об удалении информации, правильно? Да. А потом, если в течение установленного срока владелец сайта не выполняет это требование, то то же самое лицо, заместитель министра, выносит решение о блокировке сайта. Да. Он отправляется уже в Минцифру, да? Да. Минцифру. Вы до этого в своем выступлении как-то сказали, что в какой-то момент какое-то решение приостанавливается. Это при поступлении административной жалобы Да. приостанавливается? Да. А решение о блокировке сайта, да, приостанавливается? Да. Да? Мгм. Да. Ну, тогда до блокировки, то есть до фактической блокировки сайта, если поступила административная жалоба, то решение о блокировке сайта приостанавливается Да. до окончательного абсолютно. решения Абсолютно верно. комиссии, да, Да. жалобы. Ну, вот теперь это более. Тогда еще один вопрос можно будет? Да. Вот видите, действительно очень правильно такое исследование. Это очень важные вещи.
Дело в том, что, видите, вы говорите, что вот Эмиль Джулдошевич сказал, что несколько этапов, да? То есть, когда, значит, поступает первоначальный документ, у вас определенное время есть, да? Время определенное есть, и вы, значит, за это время, как бы, владелец сайта может, как бы сказать, выскочить, да, образно говоря, да, и сказать, мы готовы снять информацию, да? Такое возможно? Конечно. А как он будет знать об этом, если он не уведомлен, не информирован о подаче, о поступлении вот этого заявления от заявителя, пострадателя? Как он будет? Вот в законе-то об этом не сказано. Первоначально заявитель перед тем, как обратиться в Министерство культуры, обращается в адрес владельца сайта. Нет, это понятно, это однозначно Это понятно. первый этап. Второй После того, этап. как он не исполнил и прошли сроки, установленные законом, он свободно, спокойно, на полных основаниях подает заявление уполномоченного. Правильно? Уполномоченный орган принимает в течение определенного времени, принимает решение без разбирательства. Да, Без разбирательства. да. Но в этот период, если каким-то образом, значит, владельцу сайта станет известно о подаче заявления в адрес уполномоченного органа, то он может подать соответствующее, как бы, предложение или сказать, что мы готовы без разбирательства снять. Правильно? Но я говорю, в таком случае, если неизвестно, значит, подал ли заявитель, не подал по уполномоченному, как он может эту инициативу свою проявить? Добрую, допустим. Решение Министерства культуры об удалении недостоверной информации направляется в адрес Министерства цифрового развития. Министерство цифрового развития направляет данное решение к владельцу сайта. К владельцу сайта об удалении. Понятно. Получается, не Министерство культуры информирует, а, значит, нижестоящий орган информирует. Получается, он информирован, правильно? Конечно. Все понятно. Министерство Спасибо. цифрового Все развития понятно, очень направляет правильно. в адрес сайта. Теперь смотрите, еще такая ситуация, да, как я уже говорил, да, мы здесь рассматриваем, насколько, да, соответствует конституционным принципам установлены у нас механизмы правового регулирования. И даже вот такая, вроде бы, на первый взгляд, мелочь имеет существенное значение, поскольку она затрагивает конституционно значимые ценности. Вот теперь, смотрите, владелец сайта не хочет рисковать тем, что его могут заблокировать, да? Он, скажем, эту информацию удалил, но он решил подтвердить достоверность той информации, которую он до этого опубликовал. У вас есть такие обращения в эту комиссию в досудебном порядке, что он, например, обжалует решение об удалении, не о блокировке сайта, а об удалении информации. Я понятно объяснил? Смотрите, еще не доходя до последнего, да, то есть мы классическую форму рассматривали, да, а теперь мы рассматриваем другую сторону. Какая должна быть на самом деле более логичная и более такой, ну, реальной, да? Когда владелец сайта, например, видит, что вот так ситуация оборачивается, он не хочет рисковать блокировкой сайта, потому что у него уже множество другой информации, которую, ну, он... И в этом случае он, скажем, временно удалил эту информацию, да? Но он хочет обжаловать решение не о блокировке сайта, а решение об удалении. Уведомление, которое он получил, об удалении. Этот вопрос рассматривается, и вообще были ли случаи рассмотрения вот этой рабочей комиссии, да, этого вопроса. То есть владелец сайта временно, да, хорошо, я удалю, но тут же обжаловал, скажем, вот это решение об удалении, не доводя до следующего этапа. Вы не поняли, да, или поняли? Ну, в принципе, я поняла, но таких у нас кейсов нет. Не было, да? Да. Ну, ясно. Понятно. Есть еще вопросы? Если нет, присаживайтесь.